Дорогие мои коллеги, участники нашей Zoom-встречи, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть этот год быка принесет вам только здоровье, счастье, успехов. Всех благодарим, то, что подключились к нашей встрече. И у нас вот такая вот есть новость. Наш журнал в начале декабря участвовал во всероссийском конкурсе «Смиротворец» и занял первое место в номинации «Детские и юношеские СМИ». Это ежегодный конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. И вот об этом конкурсе, наверное, Светлана, как шеф-редактор, немножко расскажете, да? Да, немного. Ольга Ивановна не подключилась, да? Нет. Еще нет. Ага. Немножко осветите, пожалуйста, Светлана, ну а потом расскажите о наших конкурсах. Хорошо. Проводимых проектах. У нас, получается, в этом конкурсе участвовал наш 9-й выпуск, сентябрьский, посвященный «Дети Арктики». То есть это комиксы детей на языке коренных малочисленных народов Севера. Вот. И, получается, там было очень много разных работ, разных номинаций со всей России, по-моему, даже оно как международное было. Вот. И мы среди вот молодежных детских журналов заняли вот первое место. Это здорово. Вот. Награждение было в Москве 30 ноября. Там Татьяна Ильинична была, Жиркова, наш главный редактор, и директор Ольга Ивановна. Вот. Ну, я думаю, то, что у нас еще будут проекты похожие, что-нибудь совместное со школами Якутска, Якутии в целом, какие-то языковые проекты. Вот Ольга Ивановна к нам подключается. Так. Ну и в целом, думаю, мы еще будем участвовать в различных конкурсах. Например, в этом году мы тоже участвовали в конкурсе «Волшебное слово». Это конкурс детской прессы. Мы там заняли номинацию «Лучший краеведческий». Отправляли журналы январский и апрельский «Колокольчика». Вот. И по итогам, это тоже, по-моему, международное было, то есть там было свыше 130 участников со всей России и, по-моему, еще с Беларуси. Вот. И мы вот такую вот заняли номинацию. Ольга Ивановна, может, вы нам что-нибудь скажете? Ладно. Слышно, да, меня? Да, Сколько слышно. человек у нас сегодня собралось? Сегодня мало как-то собралось. Так. Мы подключиться с опозданием. Но у нас запись идет. Если что, мы выложим это на YouTube. Так. Можно говорить, да? Да, конечно. Мы немножко осветили о том, что прошел конкурс «Миротворец», и вот хотелось бы от вас с первых уст услышать. Ага. Ну, уже вот 1 год прошел, быстро он достаточно прошел для нашего издательства. По той простой причине, что было очень много нового внедрено вообще в сами форматы периодических изданий, не только в «Колокольчике», «Чуранчике» и в газетах «Кайские на Севера».
Вот смотрите, когда мы приехали в Москву и начали общаться с нашими коллегами из большинства регионов Российской Федерации, мы поняли, что мы в этом деле все-таки первые. И медиамикс форматы, мультимедийный формат периодических изданий практически никто не использует, кроме Чувашии и Татарстана. Там есть некие ссылки на внутренние какие-то интернет-ресурсы республики. В отличие от этого у нас свои ресурсы, видео, аудио, каких-то вот тех интерактивных вещей, которые мы внедряем через мобильное приложение InVision. То есть ожившие картинки, говорящие картинки, то, что привлекает наших детей сейчас. И они были очень удивлены, что так далеко в Якутии и так быстро, и так, в общем-то, в большом объеме мы освоили такой формат периодических изданий. Им это очень понравилось. Были руководители крупных компаний, крупных издательств, и прямо вот фотографировали, снимали наши периодические издания и тут же передавали своим детским редакциям. Мы были этому очень рады, конечно, и то, что мы заняли первое место, мы даже не ожидали, что мы займем первое место, потому что мы, когда отправляли, очень много раз думали, что же отправить вообще. Вот, какие-то традиционные рубрики, может быть, какие-то новые рубрики. Пришли к мнению, что все-таки мы будем отправлять интерактивную форму медиамикс формата журнала «Колокольчик». Вот. Поэтому мы от педагогов и родителей ждем предложений, инициативы. Все-таки дети у нас очень разные, каждый ребенок особенный. И с той точки зрения, что родители считают своего ребенка особенными, это, конечно же, любовь к детям, пожелание, чтобы они выросли такими креативными людьми, много освоили и умели анализировать. Это, конечно же, здорово, и мы только готовы в этом помогать. И что я хочу отметить, если вы будете участвовать на наших площадках, в частности, на площадке журнала «Колокольчик Плюс», вы найдете таких же детей, как и ваши свои дети. То есть вашим детям будет с кем общаться не только сейчас и не только на страницах нашего журнала, и наверняка по жизни. Потому что я знаю очень много примеров, благодаря которым дети находят друг друга в разных концах мира. Это благодаря тем компьютерным играм, казалось бы, не очень полезным с точки зрения взрослой аудитории. Но это просто методы общения. И в этом только нужно поддерживать детей и, конечно же, думать об их безопасности. Так как мы являемся государственным автономным учреждением, издателем журнала «Колокольчик» и «Чуранчик», мы отвечаем полностью за цифровую безопасность детей, за свой контент, за корректность своего контента. С целью этого мы создали в прошлом году методическую службу в издательстве. Мы работаем в сообществе с Министерством образования, с Институтом развития образования, еще работаем с Институтом национальных школ, работаем с Академией наук Республики Саха-Якутия и многими другими, которые не один и не первый год занимаются воспитанием детей и чтением детей. Поэтому я вас очень убедительно прошу обратить внимание на новые форматы журналов «Колокольчик» и «Чуранчик» и принять активное участие в подписной кампании не только в этом году, но и, как и хорошие благие дела, иметь в виду, что системность, она дает очень хорошие и крепкие плоды, спелые плоды. Поэтому я вам всем желаю творческих успехов, активности, любви к детям, любви к детскому чтению и к детскому творчеству. Спасибо большое, Ольга Ивановна. А теперь Светлана
Да, Наш шеф-редактор Светлана Пьянникова. Расскажите нам, пожалуйста, о наших вот проектах актуальных. Так. Сейчас у нас в основном идут конкурсы. Например, вот конкурс поделок «Бычок-символ года». Так, сейчас, секунду. Вот, например, это конкурс на то, чтобы сделать поделку нашего символа года в наступающем году, бычка. То есть поделку можно сделать из чего угодно, то есть это может быть панно, это из бисера могут сделать, из пластилина, из чего угодно. То есть у нас даже были поделки из вот этих маленьких шариков из киндер-сюрприза. Очень здорово. Вот. Ну, условием конкурса это, конечно, подписка у нас идет на первое полугодие 2021 года. Вот. И у нас работа принимается до 20 января 2021 года. Вот. Так. Что еще могу сказать? Так, помощник иллюстратора у нас уже закончился конкурс. Вот. В целом, о всех конкурсах, мероприятиях, которые у нас проходят, каких-то проектах, можно узнать на нашем инстаграм-канале. То есть здесь есть все какие-то моменты интересные, которые для вас будут познавательны. То есть мы здесь выкладываем как новости наши о наших конкурсах, проектах, так и разные посты познавательные, например, со сказками, подборки фактов, интересные какие-то новости мероприятий, которые у нас проходят, обзоры. Вот, то есть здесь можно найти очень много полезной информации. Вот. И если также у вас ваши ученики, воспитанники что-то делают, например, рисуют, сочиняют стихи, сказки, то есть вы тоже можете отправить их нам, например, в директ Инстаграма, либо нам на почту, если у вас есть наши номера, нам в WhatsApp, и мы тоже опубликуем их в нашем Инстаграм-канале. Вот так. Также можем, если ваши детки занимаются творчеством, можем публиковать на сайте kiskill14.ru. Здесь тоже очень много новостей о разных мероприятиях, разные полезные обзоры. Вот. Сайт у нас идет как на русском, так и на якутском языке, так же, как и Инстаграм. Вот. А если у вас или у ваших воспитанников есть какое-то видео, которое вы делаете сами, которое вы сняли, вот, и если вы хотите этим поделиться, то можете отправить его тоже нам. И у нас есть YouTube-канал, где выходят все наши видео. То есть с недавнего времени у нас же, получается, в журнале есть такой интерактив, то, что у нас есть QR-коды. Если их отсканировать, можно попасть как раз-таки к нам на YouTube, либо на сайт. Вот. И можно сделать такой материал, например, который пойдет у нас на страничке журнала, и сделать ссылку с помощью QR-кода на наш YouTube-канал, где будет выложено видео того, например, мастер-класса. Вот. Здесь тоже очень много интересного. В чате у нас все ссылки будут, там лежат, что переходите. Так, что я еще хотела сказать? Так, сегодня у нас еще будет небольшой мастер-класс от наших художников. Чуть позже, наверное, начнем. Так, Ульяна. Ага. У нас сегодня не простая встреча, а предновогодняя. И поэтому, Светлана, прежде чем и наши постоянные подписчики с детского сада «Улыбка» села Черопчинского Улуса, они нам отправили очень хороший поздравительный номер. Сейчас Светлана вам его включит, но перед этим, пожалуйста, подготовьте бумагу А4 и ножницы, потому что наш художник Анна Иванова проведет для вас мастер-класс.
Песня на 3 языках. Вот такие девочки-красавицы, веселушки, хохотушки нас поздравили. И, как говорится, какой же Новый год не проходит без новогодних атрибутов? И Анна Иванова сейчас нам проведет небольшой мастер-класс. Анечка? Здравствуйте всем! С наступающим вас Новым годом! И сегодня я проведу небольшой простенький мастер-класс, как сделать вот такую вот елочку объемную. Для этого нам понадобится всего лишь лист А4. Меня слышно, да? И да, слышно, Аня. Ага, хорошо. Так, что ж, начнем. Наш листок А4 мы должны согнуть по диагонали, вот таким вот образом, чтобы получился квадрат. Вот. Далее, ненужную часть, которая у нас есть, мы отрезаем. Оставшийся квадрат, получается, мы сгибаем уже по диагонали в другую сторону. Вот так вот. То же самое уже делаем пополам. С одной стороны. И то же самое делаем с другой. Вот так вот. В итоге у нас должна получиться вот такая вот заготовочка со всеми сгибами, которые нам понадобятся. Дальше, получается, мы сгибаем уже вовнутрь. Вот таким вот образом берем и сгибаем вот так вот. Чтобы получилось вот так вот. То же самое делаем уже с другой стороны. Сгибаем уголочек и получаем вот такой вот квадрат. Если посмотреть, то у нас будет вот так вот согнуто. Дальше мы сгибаем уже вот эти получившиеся углы. Еще раз вот таким вот образом. Берем и сгибаем. То же самое делаем уже с другой стороны. Вот так вот. И с обратной стороны. То же самое. Вот
такая вот у нас должна получиться фигурка. Вот этот треугольник, который у нас здесь появился, нам уже не нужен, и мы его тоже отрезаем ножницами. Излишки убираем. Остается вот такая вот фигурка. Дальше вот эти уголочки, которые мы сгибали, мы раскрываем вот таким вот образом и распрямляем вот так вот. И снова сгибаем. Получается, из одного вот такого вот сгиба мы получаем вот таких вот две сторонки. Делаем то же самое с другой стороны. Раскрываем, распрямляем и снова сгибаем. Вот так вот. Получается, уже у нас 4 сторонки для нашей елочки. То же самое с другой стороны. Открываем, сгибаем и снова сгибаем. И вот последняя сторона. Вот. В итоге у нас должна получиться вот такая вот тоже заготовочка, да? Наша елочка почти готова. Осталось ей добавить уже ветки. Ветки мы будем добавлять уже с этой стороны. Для этого нам понадобятся ножницы. Можно разрезать, получается, на глаз. Также можно, получается, отмерить линейкой по 2 сантиметра. Тогда у нас будет более равная часть. Отрезаем. Но до конца линии не доводим, да? Оставляем место. То же самое делаем уже со второй стороной. И еще с одной. Чтобы у нас получились симметрично такие же одинаковые ветки с другой стороны, просто переворачиваем на другую сторону и также прорезаем ножницами уже по отмеченным нам линиям. Так вот и вот так. В итоге получается у нас вот эти все стороны уже разрезаны. И осталось просто добавить, так сказать, наши ветки. Для этого мы берем одну сторонку и начинаем вот так вот сгибать. Чтобы получился вот такой уголочек. То же самое делаем со средней и то же самое делаем с нижней веткой. Вот. То же самое нужно будет сделать уже с остальными нашими прорезанными сторонами. Так, пока я вот это делаю, можете посмотреть в чате, там у нас отправлены ссылки на наш инстаграм-канал, на YouTube-канал. Там тоже подробно все рассказывается, описывается и выставляется. И постепенно сгибаем. И сгибаем. Также эту елочку можно будет украсить какими-нибудь декоративными штучками. Например, вырезать шарики из цветной бумаги и приклеить уже на наши получившиеся веточки. У нас как раз тут уже, получается, есть удобная плоскость для того, чтобы можно было приклеить ее на разные уровни. Последние ветки. Почти закончили. И последняя наша сторона. Вот так вот. В итоге у нас получается вот такая вот простенькая елочка, которую можно сделать, в принципе, очень быстро. И из белой бумаги она смотрится так же интересно, как и из зеленой. Можно сделать из цветных бумажек несколько таких елочек и украсить, например, полочку шкафа. Также в журнале мы делаем другие мастер-классы, уже более сложные. Например, в декабрьском у нас был вот такой вот мастер-класс «Сделать снежный шар». Также он у нас есть
видео, как это делается на YouTube-канале, и более подробно написано уже в самом журнале. Все. Спасибо. Аня, спасибо большое. Августина Алексеевна. Августина Алексеевна. О, слушаю. Ага. Как бы вот ваше предложение насчет мастер-класса, да? Нам очень заинтересовалось. Как вы думаете, ваши ребята бы хотели бы такой мастер-класс посетить? Конечно. Тогда, если вы нам поможете в организации, мы для вас с удовольствием проведем такой мастер-класс. Ага. Да, так вам он понравился? Да. Ага, хорошо. Ну, у нас на самом деле сегодня должно было быть большее количество людей, но, видимо, как-то со временем не получилось. И в основном цель нашей встречи была ознакомить с онлайн-подпиской. Многие на этом этапе очень вступают в ступор и не знают, как поступить в этой ситуации. И вот Светлана нам сегодня наглядно покажет. Я думаю, по записи тоже посмотрит и научится. Светлана? Да, сейчас я вам все покажу. Так. Ой. Сейчас, секунду. Технические моменты. Так. Вот сейчас можно оформить онлайн-подписку. То есть не ходить на почту, а через сайт Почты России оформить подписку. Нужно зайти на сайт почты, либо по той ссылке. У нас она есть в чате и у нас в Инстаграме в шапке профиля. Вот, заходим на сайт. Здесь должен быть Якутск выбран. Далее вводим название журнала. Так. Сам сайт немного подвисает, когда вот вводим, он сразу начинает поиск. Так. Вот, заходим на колокольчик. Так. И здесь будет доставка. То есть на адрес получателя это вам приносят прямо домой. То есть ваш почтовый ящик. Вот, востребование это вы получаете на почте в вашем отделении. И в абонементный ящик это тоже у вас ваш арендованный ящик приходит. Вот. Дальше нужно будет ввести адрес. Давайте оформим одну подписку. Так, сначала нужно будет ввести город. Так, город Якутск, Орджоникидзе 31. И он здесь сразу же выйдет подсказки. Какой ваш адрес? Например, у нас адрес нашей редакции это Орджоникидзе 31. Поэтому мы выбираем так. Сразу он вводит индекс. Что Российская Федерация, Республика Саха-Якутия, город Якутск, улица, дом. Также можно ввести квартиру или кабинет. У нас кабинет 26. Вот он также выделит. Все, фамилия получателя. Давайте. Мое имя. Так, и дальше у нас идут месяцы подписки. На январь у нас уже закончилась подписка, начинается с февраля на первое полугодие. Вот мы их выбираем. Если мы хотим выбрать на год, так, то тут надо немножечко по-другому. То есть можно выбрать на несколько месяцев, например, на 1 месяц, на 2, на 3, 4, на 5. Ну, лучше, конечно, выбрать на полгода, чтобы потом заново не заходить и не подписываться. Вот. Так. Далее добавляем в корзину. Все, вот у нас уже есть оно в корзине. Потом перейти в корзину. Так, здесь будет способ оплаты. У нас способ оплаты это банковская карта. Платить. Вот, и он у нас отправляет нас на регистрацию или вход. То есть
Вы можете зарегистрироваться по номеру телефона. Сюда придет код подтверждения. И также ввести пароль. Так как у меня уже есть аккаунт, я просто захожу. Вот у меня здесь мой номер, пароль, войти. Так. Дальше вот у нас вот показывает оплатить. Дальше он отправляет нас на номер карты. Здесь вводите. Все тут есть. Свои карты. Так, я пока остановлю паузу. Сделаю. Вот, и когда вы введете номер карты, там будет оплатить. Так. Вот, оплатить, и вас отправят на Сбербанк. То есть и должен пойти пароль. Вводим пароль. Так, и нажимаем «Отправить». Ой. Не получилось у нас так. Окей. Вот, и в итоге у вас должно выйти то, что вы оплатили успешно, и ваша подписка будет оформлена. Так. Сейчас, секунду, вам покажу. Так, неправильно, видимо, ввела. Так, посмотреть свои подписки, которые у вас есть, можно у вас в профиле. То есть заходим на сайт, профиль, мои подписки. Вот. И здесь у вас уже будут все подписки, на которые вы подписаны. Вот, то есть я, например, также подписывала наших читателей. То есть если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете обратиться ко мне, и я вас подпишу. Вот, либо помогу разобраться, как вас правильно подписать. Вот, например, раз в месяц у нас детки подписывались 27-й школы. Вот у них есть их подписка здесь. В принципе, это не так сложно. Главное понять алгоритм и уметь, так сказать, быстро сориентироваться. Вот так. Все. Так вот. Спасибо, Светлана. Если у кого-нибудь вопросы? Ну, как говорится, какой Новый год без подарков? Первый подарок для сегодняшних наших слушателей – это будут дидактические материалы авторские из золотого фонда нашего журнала «Колокольчик плюс». Второй подарок – это будет мастер-класс «Как изготовить оленя новогоднего». Будет подробная видеоинструкция и шаблон. Ну и третий подарок – это сертификат участника. Так, а также для сегодняшних наших слушателей мы хотим разыграть подарочный сертификат. Покажите, пожалуйста, Светлана. На 500 рублей в книжный маркет. Так, кто хочет участвовать? Августина Алексеевна, как вы? Давайте мы вам зададим очень легкий вопрос. Ага. Хорошо. Так, до Петра Великого Новый год начинался в каком месяце? Новый год, да? В феврале? Ага. Нет. Да? Начинает Нет, собирать. да. Сейчас он осенний месяц. Осенний, не знаю. Давайте тогда другой вопрос. Так, кто же является рекордсменом по новогодним поздравлениям? По телевизору выступает в 12:00. Президент России, да.
Да. Вот, ага, президент. Поздравляем. Светлана, покажите, пожалуйста, сертификат. Это? Светлана, Да. вот таким вы сертификатом награждаетесь. По получению можете, Спасибо. пожалуйста, обратиться к Светлане. У кого-нибудь есть еще вопросы? Спасибо. Пожелания? Предложения? У меня еще такое пожелание в следующем году, чтобы мы еще встретились не раз на Zoom-конференциях. И вот у меня еще такой вопрос. Я думаю, Августина Алексеевна, как вы думаете, нам лучше встречаться вот на таких вот конференциях здесь, в Zoom, либо же провести это на платформе Instagram? Zoom лучше. Лучше Zoom, да? Хорошо. Угу. Спасибо. Ну, тогда, думаю, будем заканчивать. Это видео, эта конференция у нас будет на нашем YouTube-канале. Мы сделаем еще новость и разошлем вам. Все ссылки лично Светлана отправить участникам, да? Да. То есть было бы здорово, Августина Алексеевна, если бы вы написали свой номер в чате, и я вам уже по WhatsApp отправила всю информацию. Угу. Спасибо. Ага, ждем тогда сообщения. Туяра, зафиксируйте, пожалуйста. Либо же вы можете записать мой номер и написать мне в WhatsApp, и так, наверное, будет проще. Угу. Так. Давайте. 8924 8, 9, 24. 661 661. Угу. 73 73. 25. 2, 5, да? 25, да? 25, да. Вот. Угу. Напишите мне в WhatsApp, и я вам отправлю все ссылки и информацию, как можно будет получить сертификат. Угу. Спасибо. Ну, до скорой встречи. Всех с наступающим. Увидимся в новом году. До свидания. До свидания. Ага, до свидания.